Доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня все заснежено. Чищу снег. Выпало осадков, наверное, сантиметров 7-10. Все заснежено. Что такое, а? Что такое? Сегодня удалось погладить с утра наших малышей от Веги. Они уже подходят к рукам, но один подходит к рукам. Она как бы, опасаясь, но все же разрешила мне его погладить, но не взять на руки. Куба, красотка, твои детишки в порядке, все хорошо, за ними пристальный уход. Тут у нас Арюшка, кайфуша, да? Синая пересадили на свое место, потому что он здесь очень сильно мешает спать, постоянно лает. На самом деле сделал ловушку для крыс, и ни одна крыса там не попалась. Я не знаю, где все крысы, но вот сегодня они вон не выходили. Все заснежено, никто не выходил. Вот ловушка, тоже никого здесь нету. Вон там немножко снег. Бутыль туда поставил и накидал зерен. Также у нас бутовку я поставил, отпугиватель купил. Крыс, мышей. Специальные частоты. Сейчас я вам покажу. Вон у нас такая штука. Вот она. Она вот так вот шумит. Но вот на такой частоте она тоже шумит, но мы ее особо не слышим. В общем, и капканы должны прийти нам, помимо вот этого всего. Надеюсь, что крыс и мышей больше здесь не будет. Говорят, самое эффективное, что вот в магазине, что мыши за 3 дня уходят полностью. Ну, крысы около месяца уходят, но уходят якобы. То, что 100 метров в округе или 200 метров. Ну, там написано 200 квадратных метров, но не 200 метров расстояния. Ну, не знаю. Посмотрим, насколько и далеко они уйдут. До вольера, в принципе, метров 30. Поэтому надеемся на лучшее. Потому что отрава не помогает. Эту отраву они переносят в ботинки. Короче, себе делают эти запасы. Но они не едят эту отраву. Просто ее переносят. Вот они. Красавцы какие. Мишутки прям. Мишутки. Одна спит, а одна играется. Иди сюда. Не-не-не, Вега. Только что гладил. Достал камеру, думаю, на камеру засниму. Идем сюда. Вега, спокойствие. Вас как-то надо забрать теперь. Да, наверное, перегонки будем открывать. Перегонять, но тоже это не точно. Она, смотрите, какая. Эти. Что с тобой, а, девчушка? Что такое? Не, Вега, я ж не это. Я ж не буду трогать их. Вот. Ну все. Если я не ошибаюсь, мне кажется, там 2 девочки все-таки. 2 девочки. И они, кстати, 2 разные вообще по мордочкам.
Одна, походу, в Вегу, вторая в Синая. Вот это, которая здесь вы видели сейчас, мордочка, это в Синая, а та в Вегу. Куба, тихо. Ну, у тебя перегорели, наверное, нет еще. Ой-ё. Вот она, любимица всех. Арюшка наша. Арюшка, да, скучаешь? У нас, знаете, сколько вопросов по поводу... Стоп! У нас, знаете, сколько вопросов по поводу Арии. Зачем пересадили, для чего? Ну, очень просто на самом деле. Вы посмотрите, сколько внимания начали ей уделять, потому что каждый мимо проходит этих вольеров, и спокойно можно зайти, пообщаться с ней. А если она сидит у братиша, ну это просто нереально. Ну вот, нереально зайти нормально, пообщаться, они все друг друга отвлекают. А здесь она как бы вот в социуме. Очень хорошо себя ведет, она скучает, она просит общения, чтобы к ней зашли, чтобы с ней поигрались. Да? Ария, нет, не трогай, не трогай. Ай, и это одна из причин, почему мы пересадили. Вообще самая главная причина, не дай бог она потечет, и с братишом у них что-то тут будет, да, налаживаться. Но это нам не нужно. У нас жених, он будет расти, да, будет расти женишок наш, будет расти. И к ней, если что, потом попозже подсадим, чтобы она с ними общалась. Насчет щенков, двоих щенков, конечно, так было очень тяжело расставаться. Вчера с Ахиллесом и с Аляской. Аляска папе, Ахиллес дядь Саши. Ко всем поднес обитателям, с братьей, сестричкой. Тоже попрощались вчера ночью, с мамкой, со всеми питомцами. Единственный, кто хотел их облизать, отрыгнуть, это был Акела. Если честно, он сначала злой, хотел кинуться, а потом раз, смотрю, хвостик поджал. Хвостик поджал, скажи. И хотел просто этих малышей нам облизать всех. Да. И ты тоже, кстати, на малышей, в принципе, реагировала очень так, как сказать, ну вот как волк. Хотела их тоже залезать, там, облизать, поухаживать. Ну, я так это понял по поведению. Возможно, это и не так. Вот. Что еще можно рассказать? Ну вот, этих щенки, все, они на месте. Дома. Там сейчас с ними играется в нашем новом Уренгое. Насчет... Все остальные хотели сожрать. Что Алита, что Луя, что братиш, Умка вообще сразу хотел схватить. Поэтому единственная Ария и Акела, которые не хотели их убить. И, в общем, со всем парком мы попрощались. Я попрощался с щенками. Конечно, было непросто, но снимать такое не могли. Потому что все спали, я был один, света не было. Вот, и видите, какой социум. Постоянно с ней играешься, заходишь. Ну, раза 3-4 в день точно ты к ней заходишь, вот так вот, поластишься с ней, поиграешься. И она как бы больше привыкать к тебе будет и больше тебя понимать. А когда в большой выглушенной зоне, не всегда зайдешь из-за братиша. Вот теперь из-за братиша вот причина такая. Ну, надеюсь, с братишом поладим. Ну, пока никак. Вот, только подхожу, он на меня хочет накинуться. Вот, поэтому не могу пока к нему заходить. Умку пересадить, подумаю насчет Умки. Пока нету места. Здесь неохота, чтобы они тоже как парой росли. Можно будет их соединять, чтобы они игрались, но она, в принципе, и так себя хорошо ведет. Она не скучает, ничего, потому что то Рамзан, то я зайду, то жена подойдет с дочкой, ее потискают. Как бы, общения хватает. И ей больше, конечно, нравится человеческого общения. Вот. Ест она вдоволь, сколько ей надо, а то переживали там. Все хорошо. Можно не переживать за Арию.
Сейчас выгулочный закончим уже, вот на днях будет заканчивать. И я думаю, может быть, и Арию туда переведем. Большой вольер до времени, когда волка нашего канадского должны были отдать. Нам надо будет звонить, как все закончится. Ну, мы сами еще их поделаем, потому что там надо антиподкоп делать, верхние реки натягивать, это как бы тоже время. Вот, и в общем, как только все это сделаем, звоним в то место, где у нас находится этот волк, и будем разговаривать, чтобы его сюда транспортировать. Такие вот дела. Ария, иди сюда, девчушка. Иди сюда, волк мой. Иди сюда. Ай, ты понятливая какая. Ай, ты волчица моя. Ай, ты волчица. Куда ты? Ай, ты волчица. Ай, ты волчица. Ай, ты. Кто рычит? Кто рычит? Кто рычит? Кто рычит? Кто рычит? Ты за лицо хапнуть можешь так? Ты за лицо хапнуть можешь? Да, за лицо хапнуть можешь, за лицо хапнуть можешь? За лицо хапнуть можешь? Кто рычит? Как ты к своим детишкам будешь подпускать меня, волчара? Волчара? Хорошая, ну, да. Ой, красота какая. Ой, красота. И шерсть другая. Вот чисто тип волчий. Один в один. Вот все равно лаечки берешь их на руки. Месячных. И берешь воллендов. Они отличаются. Но когда берешь волчат. И вот таких вот гибридов тоже. Высокопроцентных первого поколения. Вот они очень сильно схожи. Очень. Прям вот, ну, не отличишь. А вот волленду уже можно чуть-чуть отличить. А лаечку чистокровную, тем более, они более такие мягкие, пушистенькие, такие прям, ну, как плюшевые. А волленда, они уже такие больше твердоватые, как вот на ощупь. У меня Лита была, Луйка, они немножко такие, костяк как будто тяжелее, такие потвердее. И немножко неаккуратнее, такие все аж это, ну как сказать, тяжеловатые в этом плане. А волки вообще как каменные. Такие прям, как качки какие-то. Все, Ария, выскочить хочешь? Он я разрубил им. Так, где? Вон, покажи. Он разрубил, а ты их не хочешь есть. Покажи свои клыки. Хочет цапнуть меня. Пытается тут под защиту встать. Да, Ария? Акела, иди сюда. Привет. Вот еще один ответ на вопрос. Волки вообще заходят в логово свое. Вон, видите, снежок. Да, значит, там тоже лежат, находятся. Видите, там закрыто. Я там, когда ремонтировал, смазывал все щели. Там теперь все подготовлено для родов. Акела по моим следам идет. Вообще ни в какую подходить не хочет. Ну, сейчас попробуем. Он показывает, что он здесь главный. Видите? Обозначается на территории.
Ну что, дорогие друзья, я вам не показывал наш вольер, который закончили уже в прошлый раз. На самом деле косяков немерено, и исправлений летом будет просто работы моря. Вы посмотрите, это просто жесть какая-то. Тут накрутили. Ну, очень плохо сделали, еще и денег нормально сдерли. Вот здесь ребята делают уже вольер грамотно, красиво. Подняли на 20 сантиметров выше. Все красиво, все как я не знаю, вот как с конвейера, просто вообще кайф. И места, кажется, больше, и буферную зону он предложили поменьше сделать, и дверцы будут вот с такой же сетки, экономия. Но сказали, если что, переделают, помогут те двери, потому что, ну, это вообще уродство какое-то. Вон, посмотрите, как получается. Сейчас поближе подойду. Так. Сейчас мы посмотрим. Физкульт, привет. Привет. Как дела? Нормально, дела пойдет. Как красиво. Получается. Очень, я уже сказал, да, что ювелиры, ребята. Ну что, очень много смотрят ребят у меня с Узбекистана. Что бы вы сказали землякам своим? А? Если что, заказывайте, пожалуйста, мы сделаем аккуратнее. Узбекистан, да, передавайте привет в Узбекистан. Очень много людей Привет. смотрят. Привет, Узбекистан. У нас друзей очень много тоже с Узбекистана. Спасибо, отлично. Красота вообще. Молодцы. Добросовестно ребята все делают. Уверенно. Сейчас. Смотрите. А тебе снутри тоже. Вон, посмотрите, все как ровненько. Вот, тютелька в тютельку. Здесь вот у нас такие хомуты. Посмотрите, как углы. Красиво все. Вообще просто, я не знаю, ну... И сетка натянута очень хорошо. Профиль поставили, чтобы не гнулось. Просто шедевры. Красота. И еще ребят сказали, завтра уже могут закончить вольер. Ну, нам останется только вот тут натянуть эти противоподкоп сделать, антиподкоп, и сверху, чтобы не перепрыгнули, тоже натянуть. Сами уже натянем тросиками. Умка, привет. Умка, вот смотрите, а этот все решится, хочет. Умочка, иди сюда. Вот молодец. Не, отстань. Даже не хочу с ним общаться. Пойдем лучше к малышам. Где у нас тут малыши бегают, гуляют. Им все нравится. Да, вон они. Так, тайга. Топотыхи. Все к тарелке бегут. К тарелке все бегут. Девы. Вот это такой интересный, как питбуль какой-то. На вид, на мордочку. Ушки еще не встали. Раскос такой, глаз интересный. Где он? И он на лапах очень высокий. Беленький он сзади самый. Вот он, да, повернулся. Вот он. Чем-то на Синая напоминает. Вон, смотрите. О, тоже злится на маму. Мама с ними играется. Кто там рычит? Тайга, красотка. Добрый вечер, дорогие друзья. Пересадил Алиту и Лую в буферную зону сюда, потому что понимаю, что здесь минимальное увечье может быть, так как братиш нормально относится к Алите и Луе. А вот Умка, да, вот он немножко может цапнуть. Но он, если цапнет, то это так будет. Очень легкенько и простенько. Вон, видите, цапаются. Он тот еще щипач. Сейчас гулял с ними около 40 минут.
Рамзан там пока все делает. Чтобы забрать щенков у Веги, надо их проглистогонить. Чё, братиш, не беременна она от тебя. Он как не любит брать этого, Умку. Пустить и загасит тебя, Умка. Что думаешь? У Луйка он чисто танк. Нельзя пускать. Посмотри, что делает. Как лает, как хорошо. А говорят, что гибриды во втором поколении не лают. Вон они как облаивают. А ты только здесь ждешь, понимаешь, что смысла нет, да, там что-то цапаться. Это ей надо себя показать. Ты уже всем все показала. Это. Ну что, дорогие друзья, забрали мы наших волчат, валендов белых от Веги. Как уже говорил, одна, это вообще так замирает, интересно. Вообще Да. кайфово. Одна остается у нас, а одну на продажу. Смотри, Посмотрите. смотри, улыбается Да. собака-улыбака. Мы, скажи, будем вести так социализацию с ними. Потому что Вообще, еще они недельку такие бы, и славные, две, и все. спокойные. Смотри, смотри. И социализацию было бесполезно Это делать. животик маленький, Поэтому это да? самое важное, когда Ну, в таком вообще возрасте от него. Им игрушечные. 21 день, а посмотрите, как они ходят. Как будто месяц уже им. Да, вот оно интересно вообще. Ты, наверное, ко мне подходила в будке сегодня. Надо посмотреть по видео, кто ко мне подходил. Я кого-то из вас Смотри, гладил. вообще хомяк конкретно. Тут теплый ковер как раз для них подготовили. Или отключили уже. Хм. А, не теплый. Не греют. Красота. Ну-ка, это я даже еще не держал. Тебя-то я-то еще не держал. Да. Все. Но это как-то другое поведение, чем у этой. Блин, вот это вообще прям такая улыбается всем. Ну, это как? Вот больше волчок ты, да? Девочки. А хвостик-то уже смелая, смотри, Вообще, какая. смотри, Хвостик да. подкручивает, как лайка. Хвостик подкручиваешь, смелая, девчушка. Через сколько хочешь отдавать? Да, думаю, полчаса, давай с ними поиграемся, да, Давай. отдадим. Контент. Смотри. Ах, ты играешься. Эй, Чушки. да, ухо как Ария в свое время. Давай, я, короче... В натуре волчар, Слушай, ё-моё. давай, ты ляжь, и я... Память заполнена, у нас, короче, Армани хулиганит. Да, у меня все заснято здесь. Ну, посмотрите. Армани, ты чего? Всем уже клички даны нашим лайчатам. Вот Валендам нет еще. Да, ты, конечно, по сравнению с ними такой, уже серенький. Они белехенькие. Смотрите, что он творит. Все уже с детства, все может. Пошел. Папку. Капец. Эй, Армани, Армани. успокаивайся давай. Нечего тут, ты еще совсем У маленький. нас еще один щенок свободен у западносибирских лаек, кстати. Да, Армани? Мне кажется, у Армани сейчас поклонников много появится. Он вообще смеленький. Смеленький, пухленький. Смотри, будет их. Ты что спишь? Давай вставай, да, говоришь? Они там между собой буцкаются Они нормально. вообще сейчас шустрые носятся. Я пришел, они за мной все побежали. Да. Цыплятки, ё-моё. Нормально. Иди сюда. Блин, я не знаю, это на YouTube стоит такое именно, ну, когда вертикально снимаешь. Можно, наверное. Ай, какой красивый.
Этот теперь вылезти хочет. Девочка, посмотрите на нее. Он пока не вышел с вольера, Вега не стала заходить. Мамка, да, мамка ваша. Вон как на улице активизировались. Соскучилась, да, Вега? Мы где-то минут 40 с ними поигрались. Больше времени они поспали, конечно. Ладно, друзья, всем спокойной ночи.